Она как начинку начала жарить и сразу говорит, будет вкусно. Это очень будет вкусно. Конечно. У меня уже сейчас слюнки текут. Мне действительно понравилось. Я грибы там уберу и буду кушать. Всем привет, друзья! Всем чолом! Как всегда, готовит Маша, а я снимаю. Для этого блюда нам понадобится фарша, где-то полкило примерно. Фарш у нас перемешку с куриным, свиной куриным. Дальше луковица, примерно 2 штуки. Сухари панировочные. Яйцо одно фарш, а другое там для смазывания этих ватрушек мясных. И помидор один, сыр, соль, перец по вкусу. Все, я как всегда снимаю и комментирую. Маша тоже подключится к разговору. Сказали, каждый раз, под каждым видео говорят, Маша, разговаривай погромче. Маша говорит, я, говорит, разговариваю громко. Для нее это уже громко. Так, лук мы положили в миксер для того, чтобы очень мелко измельчить. Буквально пару нажатий. Миксер шумит очень громко. Буквально пару нажатий и все готово. Этот мелко нарезанный лук потом будем добавлять фарш сюда. Ну как пюре стало, да? Угу. Из этого количества примерно, наверное, 4 ватрушки Маша будет, да? Ну 4 таких штучки. И типа котлеток, ватрушек, кто как может, называйте. Главное, чтобы вкусно получилось. А получится или нет вкусно, мы потом обязательно скажем честно. Честно скажем, вот, понравится он нам или нет. Так. Чайную ложку соли. Перец. Половинку. Ай, перец то дает, да. Вообще без знать. Потом панировочные сухари, столовую ложку и одно яйцо. Это все мы добавили пока в фарш. И все перемешаем. Все это дело Маша перемешивает, фарш такой получается. Фарш готов, говорит Мария Олеговна, и пробует. Кстати, немногие любят, Маша, пробовать сырой фарш. Я, кстати, тоже не люблю. Ты можешь, да? Сырое мясо, конечно, не могу, не люблю кушать, но пробовать надо. Пробовать она, это. Да. Потому что Маша очень много лет работала поваром, да. И напробовалась, наверное, всякого блюда, да? Так, фарш у нас готов. У нас, друзья, начинка уже пошла для наших местных котлет, ватрушек. На сковороду поставили сливочное масло и еще добавили растительного масла. И
Маша откуда-то грибы нашла, шампиньоны. И сейчас будем обжаривать наши грибы. Вот в этом сливочном масле. Вместе с луком. Сейчас добавить еще сюда лук. Вот для начинки режет Маша лук. И этот лук добавить туда, ну, к грибам. Так, лук на месте. И обжариваем нашу начинку. 5 минут. Грибы зашкварчали, шкварчат. Все это дело вкуса, соль. Соль, перец — это дело вкуса. Четыре минуты. Но запах грибов очень вкусный, между прочим, с луком. Прям вкусный-вкусный. Маша говорит, чески дук кутыскыны. Это получается, если переводить с комы, вкусный запах стал. Ну, аромат стал идти. Маша наслаждается, Маша любит грибы. Я люблю. Прям обожаю. А грибы эти, ну, простые грибы, шампиньоны. Скоро уже, наверное, дойдут, да, Маша? Да. Скоро дойдут? Да. Скоро. И потом будем заниматься, сейчас чисто уже на противень уже будем лепить эти наши ватрушки, котлетки, ватрушки. Откладываем в сторонку наши грибы. Снова у нас на столе противень и пергаментная бумага. Так, делим наш фарш на равные части. Сколько примерно там получится-то? 5 частей, да, получилось? И попробуем там слепить. Вот такие колобочки. Вот я не знаю, потом, Маша, прилипнет, нет, к этой бумаге. Наши прилипнет, нет, наша котлетка. Не должно вроде. Не знаю. Не должно. А я думаю, прилипнет. Ну, у нас прилипнет. Что ты поделаешь? Как-нибудь, да. Как это, что поделаешь? Как Нужно, нибудь, чтобы да. не прилипло. Вот такая ватрушечка одна уже готова. Да, вот так. Такая, как бы, ямочка в середине получается. Пальчиком осторожненько делаем такое углубление. Туда будем класть начинку. Натираем на крупной терке сыр. И нарезали наш помидор еще. Вот на такие кружочки. На момент. Ватрушечку, начинку. Сначала кладем сыр немножко. Сыр. И вкусняшки, грибы туда. Вот прямо так. Каждый ватрушечку такую местную. И грибы это еще остались, и
туда Маша, наверное, добавит уже потом уже картошки, наверное, и дожарит, да? Угу. Картошкой будешь эти остаток грибов Да, дожаривать, да? да. Вот так выглядит. Угу. Котлетка из фарша, в середине ямочка, в ямочке сыр и грибы. А теперь уже смазываем вот это наш фарш. Именно фарш надо смазывать, чтобы, ну, сок, что ли, там говорят, должен остаться. Ну, как бы яйцо, наверное, образует корочку, и я так понял, да, Маша? И сок остается внутри. Вкусно получится. Она все еще ответила. Потому что с грибами я Будет грибы вкусно, люблю. будет вкусно. Я люблю грибы. Из-за Она как этого- начинку начала жарить и сразу говорит, будет вкусно. Это очень будет вкусно. Конечно. Аппетитное такое. Ну и сверху вот такие колечки помидора. Вот так. Вот так выглядят. Если смотреть сверху, Ничего, аппетитно даже выглядит. аппетитно, Угу. очень. Очень для меня, да. И у нас уже согрелась духовка на 180 градусов. У меня уже сейчас слюнки текут. Вкусно будет. Маша вот уверена на 100%, что будет Почему-то вкусно. уверена, да, вот. У нас нагрелась духовка на 180 градусов. Сверху еще уже, после вот, подержали мы полчаса, да, котлетки вроде испеклись. И сверху опять кладем сыр. И это еще конструкцию еще на 4 минуты. Духовку тоже. Тоже на 180 градусов. Пускай сыр расплавится. Ну, я не знаю, потом корочка там получится или нет. Еще на 4 минуты. Те же 180 градусов. Все, прошли 4 минуты, как по рецепту. И вытаскиваем. Вкусно, запах-то вкусный. Я не знаю, как там будет потом. Сейчас будем пробовать потом. Уже на тарелке разложим и будем пробовать. Вот так. Наши вкусняшки или не вкусняшки, но они уже на тарелочке. О, на тарелочке. На салатике. Очень даже красиво смотрятся. Сейчас будем пробовать. Марья Олеговна режет уже. Давай я тебя угощу. А? Угощу? Сейчас нарежу. Ну, давай я тебе кусочек. Так и ты это наклонись. Мясо У меня рука не мягкое, поднимется. режется очень хорошо. О, Маша говорит, что мясо мягкое и режется хорошо. Да. Какой кусочек тебе? Да, любой. Любой? Вон. Вот этот, да? Любой? Ну вот этот, да. Ну давай. Да, сегодня в машине. Да. Посмотрите. Мясо еще это самое. Ну, испеклось мясо. Ну, как правильно? Испеклось или приготовилось, да? Приготовилось. Сыр, грибы. Давайте. Хозяйка. Такой кусман большой, правда? Кусочек. Я потом скажу минусы при жарке, Мясо что... мягкое, испеклось. Соли в самый раз. Да? И вкус мне понравился с грибами. Грибы с этим сыром Да я тоже мясо попробую. вообще прелесть. Хотя и при жарке сыр у нас весь истек, но вкус и мягкое. Скажу несколько... Да, вот я попробовал мясо. Я грибы не люблю. Мясо попробовал. Он такой
немножко, ну, вкус сыра дает. Минусы при приготовке. У нас почему-то весь сыр, который вот в луночке был, как ватрушка, да, он почему-то весь растаял и вытек. Я не знаю почему. Ну не весь, конечно, там осталось, ну пропиталось мясо, вот пропиталось этим сыром. Дальше все-таки осторожно, потом надо вот, после того, как это все приготовилось, осторожно Маша все ножом, она немножко прилипает к вот этой пергаментной бумаге. Прилипла. Нужно очень-очень осторожненько, острым ножиком там снизу как бы срезаешь. И, ну, Но вкусно. но это... Мне понравилось. Вот Маша говорит, что вкусно. Я попробовал только фарш. Мне фарш нравится. Мне А он, ну и он сейчас помидор с сыром еще и вместе с мясом попробую. Ну-ка. Да, вкусно. А Главное, грибы я люблю, но я не ем вот шампиньоны, вот эти всякие вот эти грибы не ем. Я ем белые грибы, красноголовики ем. я первый раз тоже Грусть каждого ем. ем. Но эти шампиньоны там почему-то не ходятся. Лисички не ем. Почему? Мне понравилось. Я первый раз еще Не, вот я так говорю, кушаю что- грибы. А вот И мне вкус лично, грибов есть. понравился вот мясо, помидор и мясо пропиталось вот этим сыром. Ну, Мягкое. вкусом сыром, да, сливочным таким сыром. Очень вкусно, да. Я бы порекомендовал приготовить и вам, друзья. Ну все, друзья мои. Вот такая готовочка у нас получилась. Может немножко сумбурно, но результат есть. Как бы для разнообразия советую, попробуйте, приготовьте. Понравится, не понравится. Не надо сразу много приготовить. Вот для начала можно пару штук для себя, например, приготовить. Духовка там, сколько там, полчаса всего. Я думаю, Делается очень быстро. да, я думаю, с фаршем тоже не очень долго там проблема на Но две здесь у меня штучки. получается где-то полкилограмма. Одна упаковочка. Полкило, у нас тут полкилограмма получилось. Ну, использовали полкило фарша. Ну все, на этом заканчиваем наше видео, Мария Олеговна. Да. Я рада, что получилось. Я же сказала, что получится. Да, Маша сказала, она И было почему-то вкусно. уверена была, что понравится. Потому Мне действительно понравилось. Я грибы там уберу и буду кушать. Я грибы уберу и буду кушать помидор с сыром и с фаршем. На этом заканчиваем наш видеорецепт. Наши посиделки на нашей кухне с Машей. Всем пока, до новых видео. Всем спасибо. Всем до свидания. До свидания. Пока. Пока-пока.